Плюсы и минусы воссоединения Южной Осетии с Северной, а соответственно и с Россией, обсудили за круглым столом. Этот вопрос вновь образовался в контексте крымского прецедента. Эксперты Северной и Южной Осетии, а также Чечни обменялись мнениями. Так, североосетинский муфти Хаджимурат Гацалов отметил, что с процессом объединения двух республик способно справиться республиканское общественное движение Штырныхаш. Большинство участников мероприятия оказались с ним солидарны и сошлись во мнении, что процесс необходимо ускорить, ведь у народа Северной и Южной Осетии единые традиции, культура и язык. Если это произойдет, то это произойдет только сейчас, или это не произойдет никогда. Сегодня, по Божьей милости, мы получили эти моменты, которые мы имеем право обсуждать, которые мы имеем право действовать, но не действуем. Завтра этих моментов не будет, об этом говорят очень многие люди. Сегодня вопрос вхождения России, Осетии в Россию, он вообще вопрос, очень хорошо было сказано, что он несостоятельный. Надо думать, как действовать, надо решать. Сотрудники ГИБДД ежедневно эвакуируют машины, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения. Это стало возможным после появления специального эвакуатора, способного поднимать автомобиль целиком. Раньше сотрудники правоохранительных органов не могли применять к нарушителям подобные меры административного воздействия. Теперь, если инспектор ГИБДД видит припаркованную в неположенном месте машину, он вызывает эвакуатор и составляет протокол. После этого машину запечатывают и увозят на штрафплощадку. Вернуть свой автомобиль можно после оплаты штрафа в управлении ГИБДД. Сотрудники надеются, такие меры заставят водителей уважать правила дорожного движения. Дня 2 назад я на территории управления встретился с водителем, у которого забрали машину, и который мне говорил: теперь я буду думать, куда мне ставить свою машину, под знак или выбирать место, где можно поставить машину. Я думаю, что это одна из таких мер воздействия, которая начнет дисциплинировать водителей. В Северной Осетии проходит открытый чемпионат профессионального мастерства Северного Кавказа World Skills Russia 2014. Сварщики, дизайнеры, автомеханики, парикмахеры. Всего 18 профессий и более 200 участников со всех южных регионов России, а также Германии, Латвии и Финляндии борются за победу. На несколько дней Ардон превратился в настоящий город мастеров. Новшество чемпионата, проводимого в Северной Осетии, это конкурс по выпечке осетинских пирогов. В нем принимает участие 9 студентов. Цель чемпионата – повышение престижа рабочих профессий и популяризация профессионального образования среди молодого поколения. Мы сегодня действительно очень серьезный шаг делаем в развитии движения WorldSkills в нашей стране. Мы проводим именно такой окружной, объединенный чемпионат. Он делает вот эти вещи. И что это может дать? Во-первых, мы же готовимся к подаче заявки на 2019 год. Да? Соответственно, чтобы провести так же успешно, как мы провели Олимпийские игры в Сочи, мы сейчас уже должны начинать готовиться по всем регионам, по всем участникам к тому чемпионату 2019 года. Поэтому победители этого чемпионата, они как эксперты, они как участники, они наверняка примет кто-то из них в соревнованиях в 2019 году, если мы выиграем, безусловно. Зубрам Северной Осетии построят заказники. Во Владикавказе обсудили перспективы восстановления популяции этого животного в регионе. Зубры внесены в Красную книгу. По словам специалистов, они ценны тем, что легко адаптируются к новым условиям окружающей среды. Для того, чтобы сохранить популяцию, были приняты необходимые меры. Всемирный фонд дикой природы совместно с Министерством природных ресурсов республики неоднократно завозил животных на территорию цейского заказника. Однако этого недостаточно. Необходима комплексная программа для всего Кавказа. В конце месяца участники посетят Турмонский заказник. В настоящее время готовится новая стратегия сохранения зубров в России. И ряд мероприятий уже были предложены Всемирным фондом дикой природы и специалистами, работающими в этой области, для реализации на территории Северного Кавказа.